За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 2 военнослужащих Украины. Еще 7 получили ранения. Обострилась ситуация и в Мариупольском направлении. Российские боевики обстреляли поселок Сартана. Погибли 2 человека и 6 ранены. Детали в сюжете. Ей было 23, а ему 34. Во время ночного обстрела погибла молодая пара в Сартане. Они были переселенцами. В поселок переехали из оккупированного боевиками села в Волновахском районе. Месяц как снимали жилье. Да, находились в доме. Когда начался обстрел, якобы хотел убрать машину. Племянник мой родной. Под вражеские обстрелы попали 6 улиц Сартаны. 5 домов полностью разрушены и 54 частично. От ударов выбиты стены и стекла. В результате 6 человек ранены. Семье Ирины повезло, в доме никого не было. У ребенка в комнате осколок нашла. Слава богу, ребенок был в лагере, в Юрьевке находится, и меня не было дома, я была у подружки, а муж был в ночь. Мирных жителей обстреляли пророссийские террористы из контролируемых ими территорий Саханка и Октябрьская. Огонь открыли из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Работали самоходные артиллерийские установки калибра 122-152 мм. После того, как наша артиллерия начала бить в ответ, то боевики прекратили огонь. После 10 часов противник начал обстреливать одновременно 5 населенных пунктов. Это Гранитное, Чермалык, Богдановку, Сартану. Обстрелы продолжались 15-20 минут. Вон воронка. Вот воронка. Там вон 6 штук. На улицах разбросаны не разорвавшиеся снаряды. В поселке нет ни света, ни газа. 2 улицы без воды. Сейчас идут ремонтные работы. Местная власть обещает семье погибших помощь в размере 20 тысяч гривен. Раненым оплатят лечение. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР.